Ребята, всем привет! Решил записать обзорчик на мои новые приманки к новому сезону, головлиному, так скажем. За долгие зимние вечера, лазя по просторам интернета и где-то попадал в какие-то магазины и не смог удержаться купить приманки. Да? Сказать, что у меня мало приманок, ну, у меня вот целая гора приманок, но тем не менее хотелось чего-то нового, да. И давайте вот начнем, как бы, сколько вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 приманочек, как бы я приобрел. Вот, давайте сначала с интернет-магазина, наверное. Это вот приманка была заказана с AliExpress. Это типа реплика на Hamakura Spider от Jackal, да, но она как бы маленькая, в маленьком исполнении, в мелком. Вот, сейчас я вам покажу. Достанем. Вот такой вот паучок, да. Вот, но мне кажется, вот это тоже не оригинал, это handmade, приманка, сделанная руками одного мастера. Да нет, хотя она, да, вот такого же и размера, я думал почему-то меньше, но нет. Да, то есть где-то близка к оригиналу. Вот, вот эту приманку я в прошлом году разловил одним головлем, как бы. Будем надеяться, что это тоже приманка поймает нам голавлика. Значит, заразился такой темой, как поверхностные приманки, вот это типа тараканин, как говорит товарищ Кузьмин. Вот. И решил вот немножечко удариться в этом направлении, да. Ну давайте тоже вот взвесим. Заявлено 6,5 граммов. Да, так и есть. Ну 6,7, да, ну, погрешность, возможно, весов, да. Вот такой вот паучок, он поверхностный, будет давать усы на воде, шумовой. Так, что значит еще у нас есть? Значит, уже с Валберес, ребята, заказал. Наткнулся, тут что-то набрал, воблеры на головля, и попались приманочки вот такого плана, жук, вот такой вот. Он продается без тройничка, нужно самому будет насадить, ну, вставить заводное кольцо и тройничок, да. Значит, почему заказал? Значит, у меня есть такие жуки от компании Sakura, японские, значит, и это вот тоже на них, видимо, какая-то реплика, практически один в один, только этот стоит в 2 раза дороже. Вот, у оригинального жука лапки как-то подлиннее, попушистее, а у этого чуть поменьше. Но я думаю, тоже будет ловить. Значит, у меня были успешные рыбалки на поверхностные приманки, вот на эти, да, и хочу сказать, что поклевка такая вот без удара происходит, не как на воблеры, а приманка идет по верху воды, и голавль ее всасывает, появляется бурун такой, приманка пропадает, и у вас натяжение лески, фрикцион жужжит. И вы радуетесь тому, что произошло. Вот, я думаю, тоже попробуем, как бы. Думаю, будет положительный результат. Да? Значит, что у нас еще? Также с Валберес вот такая приманочка. Еще не распаковывал даже. Давайте посмотрим. Значит, смотрите. Ну, написано вроде как бы оса. Ну, больше она похожа на шершня, наверное, да. Ну, пускай будет большая оса.
Здесь, ай, ничего себе, пробил палец. Здесь одинарный, как вот выяснилось, очень острый крючок. Мягкие крылышки, лапки. Очень похожи на настоящего насекомого. Приманка тоже поверхностная. Предполагается заброс, снос по течению, небольшие подергивания, чтобы создавала она волнение на воде. Попробуем, как все это будет. Значит, ну, очень реалистично. Значит, еще что. Попал я волей... давайте взвесим, да, подождите-ка, давайте взвесим жука. Сколько он тут заявлен? 3,7 грамма, да? Так, где он? Вот он, да, не того взял. Да, 3,7, все совпадает. Поверхностный, да, жучок. И, значит, оса 1,4 грамма. А показывает 1,6. Да, ну, как-то так. Значит, волей судьбы я как-то попал тут в Самару на выставку рыболовную. Вот, и там, ну так, в двух словах, выставка была не очень, мне понравилось, как бы было всего мало и все в 3 раза дорого. Вот, поэтому, ну, конечно, я там кое-что купил, ну и одно из них это вот такой мух. Вот, это ручная работа, из пенки, из какой-то тоже вот с крылышками, она легкая. Давайте взвесим сразу. 0,44 грамма. Значит, смотрите, это цикада, как сказал мастер, да, но он еще не видел мордовских оводов. Это мордовский овод, ребята. В нем одинарный крючок. Приманку будет забросить проблематично, она очень легкая. Но я думаю, что можно ее сплавить по течению. Вот. И также немного ее подергивая, голавль на нее соблазнится. Думаю, что эта приманка, скорее всего, одной поклевки. Крючок, тело мягкое, крючок просто наживлен в тело и, возможно, ее сорвет. Но тоже попробуем. Цена вопроса что-то была 250 рублей. Так, что еще, значит? Ну, это уже тоже там в Самаре в магазине наткнулся на воблеры компании «Серебряный ручей». Юрий Заславский, значит, их вот вроде как бы там делает где-то там в Китае. Но это вот фирма. Даже вот один с ценником 280 рублей. Это воблер Амулет Про. Значит, у меня такой воблер был, но, к сожалению, на силовом забросе как-то что-то там подвела снасть, он оторвался и улетел. Вот, поэтому, увидев такой воблер в магазине, у нас в городе нету, конечно же, его приобрел. В былые времена в Илеве на Платнике такой воблер просто рвал щуку. Он сильно шумовой, да, и появился он у меня в коробке. Как-то я смотрел, когда заразился темой головля, он был в одном из обзоров, да. Но это, конечно, если даже на головля, но на очень трофейного. Никогда такую приманку на головля я не применял. Может быть, зря. Не знаю, как бы попробуем. Но по щуке очень отлично себя зарекомендовала. Вот. Ну, не знаю, давайте тоже взвесим. Так. Сейчас посмотрим. 11 граммов она весит, эта приманка. Очень шумовая, даже вот когда проводку делаешь, слышно, как он там под водой шумит.
Видимо, это как-то и подзадоривает рыбу. Значит, был еще приобретен воблер компании SSV Triumph Pro. Продавец на кассе назвал его бокоплавом. Значит, бокоплав он не потому, что он плавает боком, а должен плавать прямо, как некоторые китайские приманки себя ведут, да, а он в таком вот исполнении, как будто рыбка боком. Вот так вот. Воблер хорошо держит струю, размерами он вполне съедобен для головля. На коробочке написано, что окунь на него должен отзываться. Тоже, думаю, попробуем. Вес приманки 3,9 грамма. Ну, так скажем, 4 грамма пускай будет, да. Вполне пойдет. Ну и заключительная как бы приманочка. Это у нас веб-рейтинг какой-то. Короче, небольшой VIP. Коробочки мне не нужны, поэтому мы вот так вот их прям вандально разорвем. Они уже будут жить. Небольшой, они будут жить в другой коробочке теперь. В рыболовной. Вот такой вот вибик. Посмотрим тоже с расчетом на головля, конечно же. Ну, я думаю, что будет и окуня тоже собирать. Тоже с вами попробуем. Вес приманки 4,5 грамма. Вот. Вот такие вот обновочки. Вот. На этот сезон. В коробке уже не вмещаются. Как бы нужно еще коробок, наверное, заводить. Коробки двухсторонние, полностью забиты, ребята. Некоторые приманки уже давным-давно не видали воды, но у рыбаков это болезнь. Вот. Все. В ближайшее время выберусь на воду, протестируем с вами вот эти новые приманочки. Покажем их головлю. Надеюсь, что он уже подошел к перекатам и нам удастся что-нибудь поймать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на воде. Пока-пока.